Отель «Легенда-35». Деревянный дом в центре Сыктывкара отныне претендует на звание самого знаменитого в столице Коми. Его фото горожане активно репостят в сети. 12 номеров эконом-класса, эксклюзивный дизайн и богатое внутреннее убранство. Но при этом даже на одну звезду отель, откровенно говоря, не тянет. Дом призван аварийным. Проблемы с проводкой, отоплением и другие прелести жизни в деревянном бараке. Но люди не унывают, ждут расселения. И как могут, скрашивают свои серые будни. Алексей Корчма побывал на адресе. Невельской дивизии 35. Вчера утром сгорела проводка. В прошлом году приходил электрик. Электрик был с перегаром. Поставил нам вот такой автомат. Прошу, дайте огласку, мы заживо замерзаем. Это видео жильцы 35-го дома по улице 28-й Невельской дивизии записали специально для журналистов. Замкнула проводка, электрообогреватели отключились, а за окном февральский минус. Подпитан удлинитель. Выходит в окно к соседям. У нас в квартире находится, у кого в соцнайме квартира, лежачая бабуля. Бабуле за 70. Температура воздуха в квартире. Батареи совершенно холодные. Температура воздуха 15 градусов. На кухне кромешный дубильник. По квартире ходим в пуховике, в обуви. Тогда мэрия Сыктывкара со ссылкой на управляющую компанию «Город» сообщила, что дом подключен к центральному отоплению. Однако в одной из квартир батареи оказались, цитата, «недостаточно теплыми», в результате чего жильцы решили включить электроконвекторы. Старая алюминиевая проводка не выдержала. А что потом? Бабушке предложили маневренный фонд, она согласилась. Но как быть остальным? Живем здесь уже на протяжении 10 лет, даже больше. Ничего не делается, администрация, вообще все равно. Посмотрите, какие у нас дороги. Каждую весну, каждую осень. Вот это просто я русским словом даже не могу выразиться. Ни детям не пройти, ни взрослым, ни на машине проехать. Но не все жители унывают. Вот первый подъезд дома уже вошел в историю Рунета. Благодаря двум здешним активистам 35-й дом по улице 28-й Невельской дивизии в сети стал уже легендарным. Яркие плакаты, зеркала, мягкие игрушки, кресла на входе и часы. А внутри красные ковровые дорожки и картины на стенах. Местные говорят, так жить веселее. Ну, конечно, хоть как-то себя развеселить. Вон, игрушки там вешают, сами козырьки делают, потому что всем наплевать. Я скажу. Да, вон пускай вы еще... Тут, короче, в 2008 году, когда был кризис, планировалось тут строить бульвар. Вот здесь. Ну, вот от Катаева до Чкалова. И не построили. Ну, потому что кризис начался. А эти дома должны быть снесены. У нас все гнилое. У нас 29-й дом, у нас все тоже гниет. Все. И полы, и в туалете у нас вообще сами делали потолок. Эти дома тоже пообещали сносить. И когда это все будет происходить? Вилами по воде писано. Вот хотелось бы, да, если вы берете у нас интервью, чтобы вы все-таки донесли до администрации нашего города о том, чтобы все-таки ускорились и начали сносить дома. Претендовать на новое жилье или компенсации могут лишь те, чей дом был признан аварийным до 1 января 2017 года. Сейчас что делать людям, чьи дома признаны аварийными после 1 января 2017, но не вошли в текущую программу, а до 2025 года еще действительно нужно дожить. А сейчас у них есть право выбора. Они либо остаются в этих домах, которые признаны аварийными, либо же они решают самостоятельно свой квартирный вопрос и переезжают к своим родственникам, либо приобретают жилье за свой счет. У нас есть такие примеры. Либо же, если дом уже действительно не просто некомфортен, а он уже опасен для жизни и здоровья, то каждый орган местного самоуправления предлагает жильцам таких домов временное размещение в маневренном жилфонде. Условия в маневренном фонде вполне терпимые. Мэрия заключает срочные договоры на месяц-два и более. Но желающих переехать в такое жилье не так много. Алексей Корчма, Иван Богомолов, телеканал «Юрган». Юрган отправил официальный запрос в мэрию Сыктывкара с просьбой ответить жителям легендарного дома. Рассчитываем на оперативную реакцию. К этой теме вернемся в одном из следующих выпусков.